Здравствуйте. В эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников. А у нас в гостях сегодня политолог Сергей Лаврентьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы начнем, наверное, с темы, по которой у нас проходят здесь на Эхе самые активные голосования. Я вот вам уже рассказывал до эфира, что по сравнению с любой другой темой, тема выборов президента вызывает гораздо большую реакцию. Раза в 2 людей звонит больше, как только так или иначе тема голосования связана с выборами. Вам кажется это парадоксом, или вам кажется, наоборот, это абсолютно логичным, тем, что, с одной стороны, в том числе наши слушатели, критикуют эти выборы, говорят, что это выборы без выбора, говорят, что их нужно бойкотировать, но при этом так этой темой интересуются? Ну, это как раз говорит о том, что наш человек, он вообще очень своеобразно устроен. Он может говорить одно, а делать по-другому. Может с чем-то соглашаться, а на самом деле держать фигу в кармане. Это вообще, кстати, в период достаточно длительного развития, искреннее, особенно политическое поведение, это, в общем-то, достаточная редкость. И поэтому тема выборов, она, во-первых, она сейчас доминирует во всех таких каналах, телевидении, в интернете, в разных вариантах. Она присутствует на улицах, в том числе и в нашем городе. Я сам был свидетелем, так сказать, когда группа людей собирает подписи в поддержку того или иного кандидата в президенты. Потому что ничего удивительного, что люди, причем могут, конечно, возмущаться, говорить, что нет выбора. Ну да, Иисус Христос пока не выдвинул себя, так сказать, в президенты Российской Федерации. Тогда вообще можно было не говорить на эту тему. Вот. Людей достаточно много, людей разных. Есть даже неожиданности избирательной кампании. Причем достаточно интересные. Правда, очень быстро какие-то пузыри надуваются, потом эти пузыри начинают сдуваться. Вот. Но это особенность любой избирательной кампании. Тогда вот что мне объясните. Насколько количество людей, пришедших на выборы, действительно критически важно для сегодняшней, давайте назовем, конфигурации власти, для режима, если хотите? В атмосфере, которая сформирована сегодня в обществе, а сформирована такая своеобразная атмосфера, что мы где-то как в осаде большой находимся, страна, честно говоря, в опасности. Сейчас можно вообще уже отечество в опасности и все соответствующие меры принимать. Поэтому это факт, это реальность. Здесь можно по-разному к этому относиться, но в этих условиях это задевает, так сказать, на личностном уровне сознания многих людей. Люди начинают как-то думать, что же делать. И сами он по себе ничего не может делать и не будет. А прийти на выборы и делегировать свою, так сказать, волю по собственной защите, он сделает. Знаете, ваш ответ на вопрос не только не только не является ответом на мой вопрос, но, наоборот, порождает очень много вопросов. Давайте по порядку. Это как раз дискуссия. Да, это прекрасно. Вот что я хочу понять. Смотрите, вы говорите, отечество в опасности. Этот лозунг провозглашен, и это факт. Он просто сформирован. Он сформирован, сознание, и это факт. Да. Факт, что отечество в опасности, или факт, что многие так думают? Я говорю о сформированном общественном мнении. Но это факт? Отечество действительно в опасности? Мы действительно в кольце врагов? Или нет? Я бы не так сильно, так сказать, потому что личные наблюдения говорят о том, что, в принципе, мало что изменилось. Мы можем что угодно слышать по телевизору, читать в газетах, в интернете, а люди во всем мире живут своей жизнью. И мир очень большой. Это не только Соединенные Штаты, это не только Евросоюз, это, так сказать, бурно развивающаяся Азия, это Индия, Китай, это Африка, это Латинская Америка, это все мир. И по-разному к нам там относятся. Океанию всегда забывают. Им обидно, наверное, но тем не менее они тоже есть. Да, это Буркина-Фасо особенно, там очень большое влияние оказывает. Я думаю, да. Но тем не менее, я думаю, что общественное мнение тоже ведь не зря. Потому что разные есть точки зрения, исторические примеры. Недооценка, особенно внешних опасностей, она очень дорого обходится.
недооценка внешних опасностей, да, а переоценка внешних опасностей и нагнетание ситуации. Это тоже имеет, так сказать, серьезные последствия, в том числе и негативные. Тогда мы поняли, что гораздо больше нагнетается, чем на самом деле угроза существует. Я правильно формулирую вашу мысль? Ну, я бы сказал, по моим личным ощущениям, наверное, здесь есть некий перебор по, так сказать, вот, формированию вот этого это дела, потому что сейчас как раз у людей начинает формироваться потребность расширения контактов, так сказать, в расширении каких-то человеческих контактов. Дело доходит же до просто смешного, когда, извините, выступление мальчика, так сказать, где-то там в Германии вдруг породило такую волну, чуть ли не к расстрелу уже готовы, так сказать, поставить и учительницу, и весь педагогический коллектив, и родителей, и вообще всех жителей города Сургута. Вот это абсолютно неправильно. Причем люди, которые это делают, они почему-то считают, что Бундестаг – это город в Германии. Ну, да, там депутат, конечно, выдал первый. Действительно так. Но, хорошо, я понял. Но это часть вот того общего нагнетания, сознания, да, согласен. Тогда вот что я пытаюсь понять. Смотрите, вот вы говорите, это повлечет то, что многие захотят прийти на выборы и таким образом поучаствовать в обороне страны, если хотите. Конечно, да? Делегировать сильному лидеру право на то, чтобы защищать. Я понимаю, что это мотивация. Но тем не менее, насколько для самой власти важно, чтобы пришло какое-то определенное количество человек? И почему, объясните мне, для власти важно, или, может быть, не важно, чтобы пришло как можно больше, я не знаю, 60%, больше 70%. Откуда эти споры берутся, идти или не идти? Но эти споры берутся непосредственно, мне кажется, в основном из аппарата. Людей, которые в настоящее время находятся у власти, я не думаю, что у человека, который длительное время находится у руля и отвечает за ситуацию в стране, вот, его бы устроила какая-то победа, так сказать, какими-то там долями процентов или низкая явка. Ну, здесь понятно, что он авторитет номер один, но и в этих все вроде понятно, но в то же время очень важно, чтобы пришли люди проголосовали. Почему это важно? Объясните. Это очень важно. Почему? Потому что разные... почему это важно? Это важно, потому что уверенно руководить дальше. Потому что не пришедшие, там, сказать, апофигисты, как еще могут назвать и так далее, это вот люди, которые неизвестно, что они думают. Как действовать потом, что делать, что проводить. Какие, тем более, что впереди у нас достаточно серьезные, там, надеюсь, ждут реформы, причем не всегда радужным образом отразящиеся на положении абсолютного большинства населения. Потому что так не бывает, что всем хорошо сразу. Сергей Николаевич, ну вот смотрите, оппозиция в лице Навального, они тоже сейчас много их разных, да, но вот в лице Навального и его группы сторонников говорят, ходить на эти выборы – это фу. Это плохо. Если вы хотите ослабить режим Путина, не ходите на эти выборы. На ваш взгляд, к чему эта тактика может привести? Чего они добиваются этим? Допустим, вы даже не разделяете эту тактику. Но чего они добиваются? Объясните мне. Ну, вот они добиваются ослабления как раз, так сказать, политического режима, который сейчас в России. А как то, что не придут, я не знаю, 5, 10, пускай даже 15% населения на эти выборы, ослабит режим? Здесь, понимаете, любой режим требует легитимации. Так. Легитимация... Это слово легитимность. Легитимность – это не только законность. Это законность, основанная на доверии. Я приведу вам пример вот из недавней, не нашей истории, а истории вот соседних государств. Звят Гамсахурдия победил, 99% за него проголосовал в свое время. Да. Ровно через год-полтора, кажется, 2, его сменил уже очень легко Шеварднадзе. Тогда следующий вопрос. Легитимность исчезла. Он его не просто сменил, он его снес, в том числе благодаря уличной поддержке. Да. Тогда вопрос. Мы с вами видим по тем действиям, которые сегодня есть в стране, что Алексей Навальный, даже выходя на площади, да, городов и выводя людей на площади городов, во-первых, это не сотни тысяч людей одновременно, это в лучшем случае по всей стране, наверное, десятки тысяч, да? Это не миллионы людей, которые выходили в 90-е. У него нет, не знаю, боевых отрядов, да? У него нет вооруженных боевиков, у него ничего этого нет.
А если этого ничего нет, то какая разница, насколько более или менее легитимен режим, если ты не готов выходить на улицы и силовым образом его свергать? Ну, слава богу, нам уже 100 лет назад мы уже силовым образом свергали. Я думаю, что Россия уже выполнила свой план по революции. Вот, поэтому этого не нужно, ничего хорошего это не дает. С этим никто не спорит. Что касается вот Навального, ну, а что он остается ему делать? Ну, что ему остается делать? Вот есть несколько тактик. Это прямо вести на выбор, участвуешь, и аргументы на аргументы, агитация и так далее. Есть тактика Ганди. Непротивление и так далее. То есть просто ничего не делать. Ну, там тоже надо, кстати, есть результаты. Мы знаем, что Ганди добился результата. А есть, вот, допустим, то, что требует, в данном случае, Навальный с группой. Давайте, мол, не будем признавать это изначально. Вот, ну, что это даст? Ну, вы даже 10-15, потому что и статистика, вот в целом вчера опубликовал, кажется, данные, там процентов 12 не пойдут, может, послушав Навального. Угу. Может, еще 12. Но 73-то пойдут. Сергей Николаевич, ну, вот завершая тему явки-неявки, мы сегодня утром проводили голосование среди наших слушателей. Дело в том, что обе стороны противников Путина, одни, которые участвуют в выборах, да, и призывают там за любого другого кандидата голосовать, или там находят своего любимого кандидата, да, и сторонники Навального обвиняют друг друга в том, что они работают на Путина. Потому что вроде как вы придете, если на выборы, то легитимизируете их. А если не придете на выборы, то, получается, Путин получит еще больше в процентном соотношении голосов. А вам кажется, какая из этих тактик более выгодна Кремлю? Более выгодно действующему президенту и основному кандидату, как это принято? Ну, в данном случае здесь вот рассчитывать на то, что те стратегии и тактики, которые сейчас руководят избирательной кампанией, что они абсолютно во всем правы, я этого не берусь делать, потому что я вижу уже ошибки. Вот. Потому что сама тактика Навального, вот то, что мы сегодня имеем, она как раз голоса лягут туда и туда, почти в равных количествах, вот как вы и говорили. Поэтому здесь опасаться уже этого, даже сейчас уже об этом никто и не говорит. После этого решения Центральной избирательной комиссии не регистрировать, там вопрос только, так сказать, ну, мне кажется, здесь вопрос юридическая плоскость, насколько правомерны суды и так далее. Ну, судимость есть, она не снята, ну куда? Все, закон есть закон. Ну, все-таки давайте напомним, что этот закон принимался специально под эти президентские выборы и специально учитывал те статьи, которые у Навального. Ну, это надо помнить. Потому что такого закона до 2013-2014 года не было. Его вот специально придумали. Это тоже важно, мне кажется, учитывать в этой ситуации. Ну, это вообще все надо учитывать при анализе. Вот, потому что у меня-то вот лично, я понимаю, допустим, риторику, которая сегодня, так сказать, другие кандидаты, она еще жестче, чем у Навального. Не знаю. Я, честно говоря, не слышал жесткой критики Путина. У Грудинина. Ну, вот такой по тому, что говорит Навальный, не слышал. Нет, ну как же, там дело, тоже что... борьба с окружением, да, с командой, с коррупцией и так далее. Но это еще и сделано так очень солидно и, так сказать, аргументы более тяжеловесные, не такие легкие, как у Навального. Это, в конце концов, ваше мнение, поэтому какая разница, слышал я это или нет. Еще зацеплюсь за одну фразу, которую вы сказали. ВЦИОМ дал такое-то... Если опубликовал такие-то цифры, да? Вот вы ученый. Скажите, вы к цифрам ВЦИОМа относитесь как ученый, как объективным цифрам каким-то, как цифрам, на которые можно опираться, или вы с большим сомнением, давайте мягко это сформулируем, относитесь к тому, что публикует ВЦИОМ? Это для вас скорее факт или скорее так называемая формирующая социология? Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но всегда ученые, мы всегда сравниваем различные позиции, различные службы. Левада-центр, ВЦИОМ, вот посмотрим, что Левада-центр опубликует. Не опубликует. Левада-центр запрещено публиковать цифры опросов избирателей. Не менее, значит, мы все равно будем потому что он иностранный агент. Вот. Ну, иностранный агент. Им запретили. Значит, за рубежом они будут публиковать. Вряд ли. Не знаю. Нам нельзя публиковать, по крайней мере, опросы, которые проводит Левада-центр по выборам. Те опросы, которые он проводит, у него есть заказчик. Любой заказ нужно отдавать заказчику. Поэтому все равно будут цифры. Ну, кроме него, там еще и другие. Рамир,
центра и так далее. Поэтому я думаю, что ориентироваться надо на весь спектр служб, которые занимаются опросами общественного мнения, на собственное ощущение еще, вот, на тех и так далее. Поэтому я думаю, что здесь где-то общий знаменатель все равно мы найдем. Вообще российская социология в кризисе или нет? Потому что я вспоминаю, если мы возьмем там выборы, например, если уж так много говорим о Навальном, выборы в Москве, то там социологи прогнозировали результаты такие, что с реальными разошлись на 20 иногда процентов, на 15%. Это провал или нет? Ну, это не столько провал, сколько это уже технологии в социологии, потому что те, которые технологии есть вот сегодня, да, вот когда есть какие-то анкетёры, опросы, люди, я в самом начале об этом сказал, об искренности в политическом поведении. Вот у нас, допустим, многие, вот все выборы говорят, многие приличные люди, с кем я, допустим, общаюсь, вот, они ничего хорошего, допустим, о Жириновском не говорят. А сами все равно идут и голосуют за него, идут, да? И голосуют. И то же самое в других странах. Ну, здесь там те же правые, там, во Франции, или, допустим, вот новые правые в Германии. Вот в публичном пространстве они вот как-то не обозначают свои позиции. Они идут и голосуют. Тогда, вот опускаясь уже на уровень республиканский или, может быть, даже городской, а здесь есть какие-то социологические центры, которые проводят опрос, которым вы бы доверяли? Или здесь ситуация, там, ну, как, если сравнить ее со среднероссийской, хуже, лучше? Ну, я думаю, что она такая же, как российская. Ничем она не лучше, ничем она не хуже. Есть вот все болезни, которые есть у российской социологии, они характерны для местных социологических служб. Ну, то есть вы бы не стали характеризовать это как кризис российской социологии, это состояние? Ну, зачем же? Я могу сказать, что это не только российская, это вообще всей социологии кризис. Социология как способ изучения общественного мнения в современных, так сказать, вот, цифровых информационных условиях, она просто устаревает. Завершая вот этот большой блок социологическо-избирательный, хочу вас спросить, какой прогноз вы сделаете по явке в Республике Башкортостан? По реальной и по официальной? Ну, я могу так сказать, что Республика Башкортостан, как всегда, будет четко несколько сегментов выделено. Вот, это, допустим, сельские районы и города. Причем города тоже резко отличаются. Есть города, так сказать, с такими с продвинутыми традициями, как Нефтекамск, например, там всегда, так сказать, более либерально настроенная, так сказать, публика проживает. Это в течение многих электоральных циклов это доказано. В Уфе, вот, как ни странно, Уфа большой город, но она тоже отличается. Вот центральная часть, вот той части, в которой мы находимся, то есть это Кировский, Советский районы в основном, да, Ленинский не беру, там Нижегородка, Затон, там немножко другое электоральное самочувствие, Черниковка тоже. Вот, но Черниковка все-таки отличается. Это Орджоникидзевский район, это нефтепереработка, достаточно профессионально, хорошо там люди себя чувствуют. Там будут голосовать в режиме, который в поддержку, допустим, власти. В Калининском районе, где моторостроители и еще не в полной мере, так сказать, многие там даже не работают, потому что там будет и оппозиция в каких-то местах, там коммунисты всегда достаточно много голосов набирают. Но в то же время там где-то на 50-50, может быть, ляжет голоса. Малые города тоже очень интересно отличаются. Зауралье, там Учелы, Сибай там, и так далее, это одно. Взять, допустим, такой город Белебей, мне интересно, я давно вспоминаю историю, когда, вы сами же знаете, что вот у нас вот есть такие районы, где власть любит селиться. Там, где вот коттеджи. Я обычно так говорю, что это вот такие район красный пролетарий в каждом районе. И у нас тоже он есть. И вот выборы показали, что, оказывается, в Белебее, вот в этом районе,
элитарного проживания местной власти. Большое протестное голосование. Большое протестное голосование. А это тоже, да, парадокс. О нем мы обязательно поговорим уже после московских новостей и рекламы. Обязательно вернемся в студию. Но все-таки я вас спросил не только про расклад, но и про явку. На ваш взгляд, какая будет явка? Ну, плюс-минус 5%, давайте так. Я думаю, что... Вот сейчас вот говорить, потому что температура начнет нагреваться после регистрации всех кандидатов. Это понятно. Все зависит от температуры. Температура будет высокая, явка будет очень высокая. 75. Да? 70-75. Это очень высокая? Ну, в районе 70, я думаю, что это уже высокая явка. То есть 65-70, скорее всего, в Башкортостане будет. Мы сейчас прервемся, как я говорил, на новости. Я напомню, что у нас в гостях Сергей Лаврентьев, и вы можете присылать ему вопросы по СМС +7 927 304 1051. В Москве 13 часов 30 минут. На Эхе новости. Узбекистан направляет в Казахстан самолет за телами погибших в результате возгорания в автобусе. На его борту находятся сотрудники МЧС, других оперативных ведомств, также журналисты. В Казахстане создана правительственная комиссия для установления причин трагедии. Сегодня утром в Актюбинской области в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана, которые направлялись в Россию. Всего в автобусе были 57 человек, 5, в том числе 3 водителям из Казахстана, удалось выжить. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки. Эвакуации помешало то, что боковая дверь автобуса была заблокирована. Правоохранительные органы Ингушетии рассматривают 3 версии причин пожара в офисе мемориала в Назрани. Как сообщил сегодня Интерфаксу глава республики Инузбек Евкуров, каждая из версий будет досконально отработана. При этом он не уточнил деталей. Пожар в правозащитном центре произошел в ночь на среду. Сотрудники мемориала считают, что это был поджог. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова назвала произошедшее в Назрани безобразным случаем и наступлением на демократию. Верховный суд России предлагает дать судам право по своей инициативе приостанавливать процесс. Это необходимо для того, чтобы стороны имели шанс примириться. Как передает Интерфакс, разработан соответствующий законопроект. Он обсуждался сегодня на пленуме Верховного суда. Там отмечали, что примирительная процедура может быть проведена по ходатайству обеих сторон или по предложению суда. Ассоциация владельцев кинотеатров жалуется на грубое вмешательство Министерства культуры в свою деятельность. Речь идет о переносе премьеры картины «Приключения Паддингтона 2». Это произошло за день до релиза американо-британского фильма. Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на реальную обстановку в киноиндустрии. Кстати, сегодня стало известно, что министр культуры Владимир Мединский назначил исполняющим обязанности руководителя департамента кинематографии Ольгу Любимову. Прежний глава департамента Вячеслав Тельнов теперь возглавляет Госфильмофонд. Фильм о деятельности Уинстона Черчилля в первые месяцы Второй мировой войны выходит в российский прокат. Картина «Темные времена» будет интересна не только поклонникам британской истории, сказал ТАСС кинокритик Борис Иванов. «Темные времена» — это, в первую очередь, психологический портрет великого политика в ключевой момент его карьеры и британской истории. Даже если не очень интересоваться и британской историей, и личностью Черчилля, такого рода кино стоит смотреть. Это имеет отношение и к нашей истории. Я бы не сказал, что это принципиально новое слово в изображении Черчилля. Но, безусловно, это великолепная работа Гэри Олдмана. «Золотой глобус» Олдман уже получил, и он кажется наиболее вероятным претендентом на главную голливудскую статуэтку. Это не тот случай, когда могут дать просто, что называется, за выслугу лет. Здесь действительно выдающаяся работа. Он фактически держит всю картину на своих плечах. По мнению Иванова, фильм, безусловно, достоин различных наград. Официальный курс доллара на завтра 56 рублей 76 копеек, евро 69 рублей 26 копеек. Погода сейчас в столице минус 6 градусов, ночью обещает до 9 мороза. Завтра днем минус 4,6, местами небольшой снег. Марина Старсина, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Афиша исторического парка «Россия. Моя история».
Исторический парк «Россия. Моя история» – это масштабный мультимедийный комплекс, в экспозициях которого представлена вся история России от конца первого тысячелетия до современных дней. Более чем тысячелетняя история страны дается здесь панорамно при помощи современных технологий. Это настоящий живой учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиции рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и расположены на площади более 7000 квадратных метров. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефонам 287 29 53 и 286 6066. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе совместно с Уфимской еврейской воскресной школой представляет рубрику «Говорим на иврите». Полномочия. Самхуйот. Сложить полномочия. Леватер аль самхуйот. Сложить полномочия. Леватер аль самхуйот. Координатор башкирского отделения «Открытой России» Андрей Потылицын сложил свои полномочия. ראש הארגון רוסיה הפתוחה בבשקורטוסטן, אנדרי פוטליצין, ויתר על סמכויותיו. Координатор башкирского отделения «Открытой России» Андрей Потылицын сложил свои полномочия. ראש הארגון רוסיה הפתוחה בבשקורטוסטן, אנדרי פוטליצין, ויתר על סמכויותיו. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе совместно с Уфимской еврейской воскресной школой представляет рубрику «Говорим на иврите». Персонально ваш. Продолжаем нашу программу. Напомню, это программа «Персонально ваш». И «Персонально ваш» сегодня Сергей Лаврентьев. Вы можете присылать ему вопросы по СМС +7 927 304 10 51. Мы с вами упомянули о феномене, который, в общем, в принципе, на Южном Урале довольно распространен. Я не знаю, насколько он распространен в России, но на Южном Урале распространен. Чем хуже живет тот или иной район, тем лучше он голосует за власть. Чем лучше живет район, тем больше там проблем у правящей там, партии или президента и так далее, тем больше там протестного голосования. Как вы это объясняете? Умом Россию не понять. В Россию можно только верить. Здесь можно объяснить только, во-первых, скорее всего, я бы так сказал, чистотой работы избирательных комиссий. Даже так? Да. Так. Чем хуже территория, тем меньше надзор за комиссией? Как правило, там не то, что там не особенно-то... Там, наоборот, как раз надзор слишком. Хорошо, надзор, наоборот, от оппозиционных сил. Понятно. Если говорить тогда о социальном самочувствии, мы несколько раз упомянули в первой части эту фразу. На ваш взгляд, такие истории, как самосожжение в одном из городов Ишимбая, захват главы района и главы поселения человеком с оружием, это какие-то просто случаи единичные, в конце концов, говорящие, может быть, о психологическом здоровье населения, или, скорее, это признак того, что с социальным самочувствием вообще все не очень хорошо? Я, наверное, знаете, вот эти случаи, они вопиющие, действительно, они получили достаточно серьезное такое, резонансное распространение по всей стране. Добавьте сюда Пермскую школу, тот мордобой, чего. Это говорит о том, еще целый ряд таких моментов есть в Москве и других. Это социальное самочувствие. Это психология, в нынешней ситуации говорит о том, что у нас все замечательно, и жизнь стали лучше, жизнь стали веселее, нет. При всем том, что, может, действительно мы стали жить лучше, но это не всегда говорит о том, что у нас все нормально. Вот думаете, почему? Я говорю, почему эта проблема, видимо, власть не сильно, может быть, как раз сейчас заинтересуется и будет решать эти вопросы.
по психическому здоровью населения. Это связано, вот, допустим, в Японии количество самоубийств больше всего. Почему? А потому что человек становится менее... Он много. Вот почему, допустим, в общем вагоне всегда легко быть одиноким. Тебе никто не пристает, и ты никому, да, хотя народу полно. Даже вот в обществе получается, что у тебя проблемы, вот, допустим, в случае Чимбайской, мать умерла, с работы там уволили, еще там какие-то со здоровьем начались проблемы. И вроде бы человек, он никому даже серьезно не... Он написал письмо Путину и будет ждать, когда, так сказать, он решит его проблему. А вокруг-то никто ничего не знает. Кому там он обращался? Потом выяснилось, когда собрались на кладбище, а до этого никто ничего не знал. Взять, допустим, чешминский случай, о котором вы говорите, там тоже ведь человек-то непростой, с положением социальным, но, видимо, он тоже не смог пробиться своими проблемами, а куда он пробивался? Решил решать по-своему. Такая ситуация возможна, когда человек сам начинает решать. Такие, кстати, благополучные Америки. Сколько таких случаев, когда человек сам начинает, не в суд обращается, не в правоохранительном, а сам берет ружье и пошел решать свои проблемы. Это серьезно. В условиях, так сказать, нарастания какой-то социальной проблемы, оно связано с разными, может, вещами. Боязнью потерять работу, долги, которые начинают дать. Вы думаете, почему сейчас вот 20 миллионов вдруг долговая амнистия там возникает? Вот я еще думал, что я долгов не набрал себе? Сейчас бы тоже и так далее. Это все некие превентивные шаги для того, чтобы снять вот это напряжение, которое тоже чувствуется. Это серьезнейшая проблема, но это не значит, что это только вот факты, которые говорят о каких-то особых ситуациях именно у нас в регионе. Нет, это общая ситуация. Я вообще назвал бы ее, если вот так поднять уровень обобщения, вообще цивилизационной, с одной стороны. С другой стороны, в стране тоже есть много проблем, которые, так сказать, говорят о нарастании социальной напряженности. К чему это приведет? Это может... То есть мы понимаем, что это симптомы, это еще не диагноз, да. Это симптомы. Все зависит от того, насколько, так сказать, власть услышит, сделает верные выводы и сделает некую корректировку в своей социальной политике. Насколько такая атмосфера – это то, что влияет на те же самые выборы? Влияет. Каким образом? Ну, это будет каким образом? То, что какие-то радикализации поведения, возможно, будет в условиях нарастания температуры избирательной борьбы, да, электоральной борьбы, она на социальный фон, на социальную психологию, социальную психику будет влиять. И, возможно, какими-то радикальными отрыжками, которые мы, к сожалению, они всегда есть, и здесь может количество их быть больше. Еще одна тема, связанная в том числе и с применением оружия и так далее, это возможное помилование или не помилование экс-сенатора от Башкирии, господина Изместьева. Дело в том, что московская комиссия рассмотрела это прошение и дала отрицательное заключение. Я подчеркну, потому что я даже вижу, что многие средства массовой информации это подают таким образом, что, значит, все, не будет помилования. Нет, они дают только рекомендацию. Да, это только они рекомендовали этого не делать. Вас удивило это решение? Не удивило? Тем более, что так или иначе видно, что довольно, ну, скажем так, известные игроки играют совершенно за другую сторону. Не так, как решила комиссия. Ну, в данном случае как раз сейчас две позиции озвучены. Позиция вот инициатора, это наша известная правозащитница, она объявила о том, что Известьев поставлен в очередь на помилование. Это уже озвучено. Параллельно мы знаем решение Московской городской комиссии, что не рекомендуется. Ну вот сейчас будут смотреть, поставлен в очередь, это вот что это означает? Это означает, просто сейчас ждут каких-то общественных, так сказать, мнений. Но я не думаю, что, потому что мнения уже высказывались, поэтому, когда только начинался этот процесс, и там было однозначно нет. В общественном мнении. Однозначно нет. Вот я думаю тоже. Насколько это... Потому что это же не просто, он же обвиняется не в том, что он какие-то кошельки там в
трамвае тырил, да, или возглавлял какую-то шайку так малолетних. Там же серьезные вещи, там же убийство, так сказать, причем не одно, целая группа, которая этим занималась, весьма серьезные вещи. Насколько Правда, значит сказать, что да. кто это делал, если не он. То есть нужно заново расследовать? Ну, нет, почему? Что значит не он? Его же помиловать хотят. Это же не значит, что... Ну, это не статья не помилования. Такие, мне кажется, статьи помилования не... Да надо давать всех остальных тоже. Нет, ну, президент может помиловать кого хочет, это его право. Но я думаю, что здесь он этого не сделает. Тем более накануне выборов. Ага, то есть ваш прогноз, он не будет этого делать? До выборов, по крайней мере. Почему? Потому что в массовом общественном мнении человек, который имеет столь серьезное решение, то надо верить суду. Когда мы говорим о массовом сознании, так массовый зритель телевизора, по крайней мере, и не узнает об этом, ему этого не покажут. Разве мы не знаем, как это делается? Ну, я думаю, что все-таки, зная, что эта позиция сразу станет известной, вот даже сейчас, это уже не совсем к этому имеет отношение, но, может быть, даже имеет, потому что летом он это сказал, но сейчас фильм пошел по Валаам, да, где Путин сказал, что вот Ленин в мавзолее это то же самое, что мощи. Да. Вот. Тут же началась волна. Коммунисты якобы да. А вторая волна стала существенно, что, к сожалению, мы должны констатировать, что Путин ни христианства не знает, ни коммунизма. Вот. Поэтому здесь нельзя вот эти вещи, хотя его позиции, что он хочет вот этот пакт Монклуа в Испании, да, когда участники гражданской войны должны где-то помириться, но не на мощах же Ленина. Гражданской войны 100 лет. Да, она не кончилась, к сожалению. Но и это тоже не закончит. Это с новой силой ее в новых вариантах начнется она. Понимаете, независимо от победит, не победит. Здесь... Ну, финальной точкой что должно стать? Чтобы его признали святым, наверное, Ленина, и тогда все должны помириться. Тогда уж, да. Тогда уж. Нет, я не думаю, что кто его... Это должны все священники, загубленные, так сказать, большевиками, должны в гробах перевернуться для того, чтобы его превратили в святого. И переписать надо несколько томов его полного собрания сочинений, где он черным по белому говорит, что вешать, чем больше стрелять. Завершая тему Изместьева, насколько сегодня это фактор политический в Башкортостане? Я вот понимаю, в чем дело. Кто-то хочет его сделать политическим. Вот. Но я, так сказать, считаю, что основной массе населения вообще глубоко это безразлично в данный момент. Кому-то это надо. Ну а вот те, кому это надо, это не то время, когда это сработает на тех, кому это надо. Но это может дестабилизировать обстановку в элитах, например, башкирских, если он выйдет? Нет. Там кто-то попытается что-то, там ничего нет, абсолютно. Еще одна тема, которая касается непосредственно Башкортостана, а с другой стороны, вроде как и федеральная повестка, так или иначе. Андрей Потылицын покинул ряды «Открытой России», по крайней мере, пост руководителя «Открытой России» здесь, в Башкортостане. Во-первых, насколько, на ваш взгляд, «Открытая Россия» успела здесь стать каким-то фактором, влияющим на повестку в республике, а во-вторых, вам понятно, что, как, зачем, почему? Ну, я не знаю, потому что «Открытая Россия», она давно, Ходорковский еще до, так сказать, своей посадки активно работала с «Открытой Россией», она здесь была. Она проводила здесь и семинары, и конференции, и дискуссии, достаточно интересно работала. С другой стороны, потом вот эта сеть, которая формировалась в рамках «Открытой России», так сказать, непосредственно под него, понятно для чего. В нынешних условиях она не стала еще ничем, она не поднялась. Она, так сказать, как птица Феникс, не окрылилась еще. Там это были, мне кажется, еще и угли даже не разошли. Поэтому покинул, не покинул, мне кажется, это мало кого волнует. Еще об одной теме хочу успеть с вами поговорить. Это мост. Дело в том, что мост всегда символ чего-то объединяющего, да, а вот у нас в Уфе сегодня мост — это, во-первых, символ заторов на дороге, да, а во-вторых, это предмет спора между республикой и
городом. Город говорит, вы знаете, мы давно уже говорим, уже много лет говорим, что нужны деньги, а вот в республике почему-то не уделяют этому особого внимания. Во-первых, удивило ли вас такое перекладывание, прямо скажем, да, ответственности со стороны муниципалитета на республиканский уровень, а во-вторых, на ваш взгляд, а чья действительно это больше вина? Во-первых, мосты – это всегда федералы. Они их строят, они их сдают, они их эксплуатируют и следят за их качеством. И вот когда у 3 нянек дитя без глазу, мы видим те проблемы, которые сегодня видим со старым Уфимским мостом, который был введен при Хрущеве. В 57 году. 53-57 год он строился, 3 года, причем это стройки были совершенно нормальные, но в то же время, вот сейчас его же серьезно даже никто не ремонтировал. Если внимательно проедете, вы увидите, что ряд даже ограждений, старые бетонные, вдруг они, ну, видимо, развалились или сломались, там разные варианты были, заменены какими-то времянками. Асфальтное покрытие, сколько можно его накладывать-то на старые, так сказать, плиты бетонные. Поэтому я вот думаю, что здесь проблема вот именно в этом. Я бы не стал тут делить ответственность только между городом и регионом, здесь еще и федеральные. Мосты это всегда строились, контролировались и так далее. Есть специальные организации. Другое дело, что здесь, когда уфимские вот мосты, которые сейчас есть, их же мало. Ну что такое 3? По большому счету 3. Через Уфимку, 2 через Белую. Давно-давно уже были построить еще целый ряд мостов. Город так расположен на полуострове, что без мостов он будет задыхаться. И вот сегодня старенький мост, там можно сказать мостик, в двухполосном движении, стал в аварийном состоянии. Сейчас же, мне кажется, все люди, которые живут в домах в пригороде, такие хорошие, они сейчас же с ума сойдут. На работу вовремя не попасть, с работы не приедут, детей в школу не привезти. И вот эти все пробки, которые действительно с этим связаны, серьезная вещь. Просто серьезная. Это какой-то стратегический просчет. Это серьезный просчет. И просчет, так всегда бывает, рвется там, где тонко. И вот мы, если посмотрим 3 уровня, городской, муниципальный, республиканский, федеральный, уровень отношений, особенно денежных, там рвется. Как же так получается? Мы все время говорим, что у нас денег более чем достаточно. У нас профицит и все такое. Профицита пока нет. И Целанов говорит, что он может быть. Нет, ну на региональном уровне мы, в общем, который год говорим, что у нас уверенная очень, да, финансовая политика, у нас профицит. Мы очень часто даже не в состоянии... Вот это, кстати, серьезная проблема, которая приведет к тому, что нам дадут меньше давать денег. Мы часто не используем то, что уже в бюджете. Не успеваем. Ну, может быть, потому что мы очень хорошо, экономно подходим, рачительно подходим. Ну, здесь рачительность для того, значит, все должно быть сделано, а деньги должны остаться. Ну, и дело же не идет, и деньги не тратятся. Тем не менее, возвращаясь опять же к тому, как решать эту проблему. Вам понятен механизм? Ну, мне так он понятен, что здесь это проблема, которая требует серьезного совместного решения. Здесь тянуть одеяло, кто на кого, кто чего, это надо решать проблему. А решать надо, знаете, искать деньги, я не знаю, город, в конечном итоге и город может взять деньги в кредит, так сказать, и так далее, в долг, дадут ему, и так далее. Я думаю, что это все реально. Вот. Ну и республика, естественно, должна здесь решать, потому что это ссылаться на то, что пускай город решает, невозможно. Насколько, на наш взгляд, в принципе, можно считать завершенным это пикирование между республикой и городом? Насколько острая фаза их взаимоотношений уже прошла? Я думаю, что эта фаза, она, кстати, это характерно для всех практически регионов России, где столичный город всегда находится в неких таких вот ситуации некой борения. Я такое слово выберу, борение. Так сказать, с регионом. Это взять Свердловск, Челябинск. Это все мы уже наблюдали и в других регионах. У нас тоже одно время у нас не было, а сейчас и мы.
люди выбились так же, как и во всех регионах. То есть это как раз нормально. То, что они спорят, на ваш взгляд, это признак того, что... Другое дело, что как спорить-то. Другое дело ярлыки навешивать и, так сказать, обвинять. А другое дело, что да, надо спорить о том, как решить проблему. Еще раз, просто вот я пойму. Спор между главой республики и главой города – это признак того, скорее, что у нас политически развитый регион. Правильно? Ну, такой тезис. Это какой-то глубокий вывод. Это говорит о том, что город, мне кажется, допекло некая такая вот медленная реакция на городские проблемы. Ну, это прекрасно, конечно, что город может жаловаться, да? Но он не жалуется. Ну, хорошо. Ну, там, говорить, жестко заявлять о чем-то. Но при нынешней ситуации, скажем так, бюджетного распределения, тут жалуюсь и не жалуюсь, регион тоже не так много чего может сделать. Может быть, стоит тогда, в том числе муниципалитету, критиковать федеральную власть, но почему-то такого мы не слышим. Ну, это тоже, я думаю, что это вопрос к муниципалитету надо критиковать. И там же, в принципе, и тогда же было, многим же обещали, когда провели наши крупные мероприятия, что... И вот сейчас же многие, идет подготовка тоже к другим мероприятиям, да? Люди уже думают, это там, участвовать в этом, не участвовать. Государственно-частное партнерство до сих пор же никак буксует оно в регионе. А почему? Ну, потому что связываться с государством может быть себе дороже. Да. Поэтому все правильно. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему такая фаза государственной жизни, как избирательная кампания президента, не становится для руководителей регионов и для руководителей крупных городов поводом, чтобы раскачать как раз эту проблему, поставить перед федеральным центром вопрос о том, что нам нужно пересмотреть наши бюджетные отношения? Ну, я не думаю, что это, в принципе, надо решать, но избирательная кампания – это не совсем повод. Это примерно надо уподобиться, значит, какой-нибудь бабушке-старушке, которая: не пойду на выборы, пока вы мне, извините, там, воду не проведете или газ не проведете. Это действует. Иногда это действует. Но я думаю, что это не метод для всех уровней власти. Власть так она должна поступать ответственно. У тебя есть уровень компетенции, действуй так. Ну, а шантаж, а это что? Один из методов, наверное, но не власть. Власть так поступать не может. Последний вопрос успею вам задать. Многие наши коллеги очень удивились, когда эта новость все-таки появилась. Интересно, насколько она удивила вас. Дело в том, что предприниматель Александр Баутский стал депутатом Горсовета Уфы. Несколько серьезных скандалов. Да, он стал. Представьте себе. Опять? Опять, да. Вот, то есть я вижу, что вас тоже удивила эта новость. Как так получается? Объясните, пожалуйста. Вы все-таки человек, который долгое время не просто наблюдали, а, в общем, участвовали в политической жизни республики. Как так получается? Ну, как так получается? Во-первых, Баутский, когда был депутатом городского совета, вот прошлое, он же проиграл выборы, поэтому он же не смог. Вот. А он был достаточно заметным фигурой, председателем какой-то там комиссии. Вот. Позиционировал себя, правда, он как от коммунистов. Но вот потом они его, видимо, не поддержали, и он проиграл. А сейчас на освободившийся мандат фамилия его на слуху, заметная. Я, правда, не знаю, по какому округу, если по тому же самому, где и он был депутат. Он на место Кутулгужина зашел. Кутулгужин зашел в Курултай, а, соответственно, он на его место. Ну, опять от коммунистов. Да, от коммунистов. По списку, видимо. Все тут понятно. Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но как бы такая... Как депутат он был, как сказать, он был полезным человеком. Угу. Он нормально решал многие вопросы и так далее. Другое дело, что он... А там почти, если реально посмотреть, вот этих депутатский корпус, который, особенно в городе, Уфе, это все непростые люди. Нет, это я как раз понимаю. И один из них и Баутский. Меня скорее беспокоит вопрос, ну, скажем так, чего стоит репутация в республике, да? Потому что история со взяткой сотруднику ГИБДД,
которая была, как нам говорят, запротоколирована, зафиксирована. Руководитель ГИБДД подтверждал это, что да, действительно, по-моему, там даже видеозапись была и так далее. И вдруг раз, и как будто ничего не было. Никого это не беспокоит, не волнует? Для избирателя взятка ГИБДД — до такой степени банальный случай, чтобы решать вопрос, избирать или не избирать, они не посчитали это серьезным. Но все-таки за нетрезвое вождение это... Ну, это, наверное, да, пожурят. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был Сергей Лаврентьев, который отвечал на наши с вами вопросы. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио